الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Альхамдулиллах, по милости Всевышнего Аллаха, мы с вами завершили сегодня 18-й же день Рамазана, да? 18-й день. Завершили, зашли в 19-ю ночь, то есть месяц Рамазан уже близится к окончанию. И месяц Рамазан для всех нас должен быть месяцем Корана. Мы читаем Коран, мы размышляем над Кораном, мы пытаемся сделать так, чтобы мы жили на основании заветов Корана. И сегодня я хотел бы вам рассказать об одном из таких важных заветов Корана, приказов Всевышнего Аллаха, который нас обязал выполнять это действие. И этот аят, это сура Ниса, 19 аят, Аллах Тааля в Коране сказал: «Вааширугунна биль ма'руф», и живите с вашими женами достойно. И поэтому, вот раз уж передо мной сидят мужчины, сегодня будем утюжить мужчин. Да? Будем наезжать на мужчин и их ругать. А женщин будем только хвалить, оберегать и ценить. И Аллах Тааля в Коране описывает нам это завещание, этот завет, этот приказ: «Аширугунна биль ма'руф», живите с вашими женами достойно, самым наилучшим образом. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда выполнил свой прощальный хадж, а он, будучи пророком и посланником, совершил хадж лишь один раз, да, и он, когда обратился в своей прощальной хутбе, хаджатуль вада, и провел там хутбу, да, он упомянул главные, основные приказы, основные советы для верующих. И если мы почитаем, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, упоминает там про запретность риба, про справедливость, про намаз, про это, да, и говорит нам как раз таки и про отношения с нашими женами, семьи. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И аля астаусу бин нисаи хайра», и посему обходитесь с женщинами достойным образом. Хорошо обходитесь с вашими женщинами. Вот этот вот хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это по сути является завещанием, васия, да? Вот в нашем классическом восприятии завещание — это когда бабушка или дедушка говорят нам: я тебе подарил то, я тебе оставляю это, квартиру тому, это тому, да? Это обычное человеческое завещание. Но когда мы говорим вот здесь именно завещание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это его основные последние слова, которых бы придерживался каждый из мусульман. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом своем последнем хадже, да, прощальном хадже, он упомянул самые важные вещи. И среди этих важных вещей посланник Аллаха говорит: обходитесь с вашими женщинами достойным образом. Хорошо. Вот это вот женщины, кто они такие? О ком здесь идет речь? И как сказали ученые, здесь под определение женщин можно подвести 4 категории. Во-первых, это жена. Это женщина, на которой мужчина женился дозволенным образом. Халяль никах, да? Второе, это матери. То есть это женщина, которая тебя родила. Третье, это дочери. То есть это ребенок, это дочка, которая у тебя родилась. И в-четвертых, это твои сестры. Это твои сестры, у вас один отец, одна мать, либо один отец, разные матери, либо разные отцы и одна мать. Вот эти женщины, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обязал нас, чтобы мы с ними обходились самым лучшим образом. И вот это вот значение лучшие отношения, да, доброе отношение, в первую очередь включает в себя выполнение прав, не нарушение их данных Аллахом им прав.
То есть соблюдение их прав и не вредить друг другу. То есть в угоду своей супруге ты не должен вредить и ущемлять в правах свою мать. Когда до этого постоянно «мамочка, я тебя люблю» там и так далее, постоянно в гости приезжал там и так далее, а потом женился и все, и пропал. И нету его, не приезжает, не звонит, да? Почему не звонит, почему не приезжает? Занят своей женой. Это неправильно. То есть нужно уделять внимание и своей матери. Уделять внимание и не нарушать вот эту справедливость также в отношениях между детьми. Например, когда дочка рождается в семье, и особенно если это желанная дочь, то есть были сыновья, и муж с женой ждали как бы девочку, да, и рождается девочка, как правило, отцы очень сильно любят ее, да, он прямо души не чает, там может сюсюкаться, лелеется с ней, сидит там и так далее. Только поворачивается к жене, сразу, там, да, может, приготовил, там, это сделала, там, это потом пойди помой, это пойди постирай. То есть кардинально меняется отношение. Поэтому мы, относясь хорошим образом к нашим женам, или к нашим дочерям, или к нашим матерям, или к нашим сестрам, не должны приступать к границе дозволенного и вредить другим, выполняя права своей дочери, не вреди своей жене. Выполняя права матери, не вреди своей жене. Выполняя права жены, не вреди своим другим близким родственникам. И поэтому Аллах Та'аля и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывают нас к хорошему отношению к нашим женщинам. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов нам как раз таки об этом и сообщил. Он сказал: «Хайрукум ли ахли, ва ана хайрукум ли ахли». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: лучшие из вас это те, которые лучшим образом относятся к своим семьям. И я среди вас лучший, который отношусь должным образом к своей семье. И вот это вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, здесь установил, как сказать, степени, то есть достоинство человека, великодушие человека. Его самая, получается, высшую степень в этом мире и перед Всевышним Аллахом. Что говорит посланник Аллаха? Хайрукум ли ахли. Вот это вот слово с арабского языка, его можно перевести «самые лучшие среди вас». Это те, которые самым лучшим образом относят, взаимодействуют со своей семьей. Это что нам говорит? Это нам говорит то, что если ты хочешь работать над самим собой, если ты хочешь расти, если ты хочешь исправляться, если ты хочешь как человек становиться лучше, первое, с кого ты начинать должен, это со своей семьи. Это со своей жены, это со своих близких. И поэтому, уважаемые братья, тут нужно понять, да, что наша семья, и особенно наша жена, да, это тот человек, который делит с нами, да, вот со мной, все, и мою горесть, мое счастье, мои трудные времена, мои радостные времена, она всегда рядом. То, что мне больно, ей тоже становится больно. То, что мне хорошо, ей тоже это как бы влияет на нее, и ей тоже от этого хорошо. И также наши семьи, наши жены, это хранительницы секретов. Так ведь? Вот я, конечно, как бы с женщинами не общаюсь, вот только с мужчинами, да, которые передо мной. Альхамдулилля. Вот сейчас даже все люди со мной передо мной сидят, да, альхамдулилля, хорошие, опрятные люди, чистые, пришли в мечеть помолиться там и так далее. Но я не могу заглянуть внутрь вас. Я не знаю, что вы там делаете, и вы не знаете, что я делаю дома. То есть у нас есть наверняка, и даже не один, наверное, да, скелеты в шкафу. Кто об этом знает? Кто об этом в курсе? И кто вот это вот хранит в качестве секрета, скрыто, не распространяя никому, это как раз-таки наши жены. Это как раз-таки наши семьи. И поэтому Аллах Та'аля одарил их особенностями. Это близкие люди к нам. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, увязал степень, вот, как сказать, знак качества. Кто такой качественный человек? Кто такой человек, занимающий высокую степень? Это тот, у которого доброта, у которого хорошее отношение начинается с самой семьи, со своей жены. И поэтому, вот, к сожалению, да, приходится видеть такие ситуации,
Потому что, работая имамом, да, иногда приходится участвовать и в семейных разборках, иногда с жалобами приходят, и мужья приходят, и жены приходят, там, да, жалуются друг на друга. И можно видеть такое, да, проявление, которое очень распространено, когда мужчина со своими друзьями, он самый, как говорится, надежный человек. Он самый чуткий, он самый заботливый. В 12 часов ночи позвонишь, он тебе может прибежать, даже не прибежать, а прилететь тебе на помощь, там, да, то есть он всегда приветливый, всегда радостный, брат, 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 то есть по разговорам он с тобой всегда мягкий, но когда дело касается его супруги, жены, все почему-то меняется в другую сторону, куда-то уходит эта заботливость, куда-то теряется это внимание, куда-то улетучивается эта мягкость, да, если он с братьями мягкий, здесь он там какой твердый, я не знаю, там такой черствый, там, да, ну что ты там опять там надоело мне, там, спрашиваешь, там, вопросы задаешь, там, да, кушать приготовила, убрала, там, вот эти вот, что не разговор, что не предложение, это такой своеобразный наезд на жену, а хотя он с братьями так не разговаривает. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас, чтобы это изменилось в другую сторону, чтобы не было подобного проявления лицемерия, когда человек с друзьями один, а когда он с женой совсем другой человек. Вот этого вот быть не должно. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит нам: хайрукум, лучшие из вас. Аллах Тааля, когда в Коране говорит: «Вааширухунна биль ма'руф», живите с вашими женами достойным образом, хорошо живите, да? Ибн Кафир, комментируя этот аят, говорит, то есть Ибн Кафир когда жил, да, это не сейчас, а то сейчас у нас любят говорить, там, да, это какой-то жидкий, там, какой-то там подкаблучник, то, все, пятое, десятое. Но любое слово, когда пытаешься оправдывать жену, что-то ты какой-то не этот, короче, да, там, давай, там, будь пожестче, будь мужчина, там, и так далее. Такими словами пытаются, как сказать, придать усмешке то, что Аллах Тааля нам завещал. А Ибн Кафир, когда он жил, да, что он говорит про этот аят? Ибн Кафир сказал: «Эй, тайибу аквалякум лягунна». То есть, живите с вашими женами достойно, это означает, делайте ваши речи слаще с ними. Немножко посыпьте сахаром. Ну, немножко, ну, скажите хорошие слова. Где-то надо похвалите, где-то надо там комплиментов раздайте. Там, ну, жалко, что ли? Да? От этого наш язык, от этого наше достоинство никогда не будет покорежено. Никогда это не будет нам во вред. И поэтому Ибн Кафир говорит: услощайте ваши разговоры, ваши речи с ними. وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ. И ваши действия с ними, с женами вашими, а также ваше состояние украшайте. Делайте еще лучше, еще красивее. Хассину, тахсин. И вот здесь вот две вещи, да? Ибн Кафир говорит: первое, это действия наши, это наши поступки, да? В своих действиях, в своих каких-то окружи вниманием, окружи заботой, да? То есть пришел, допустим, после тяжелого дня, ну подойди, поговори с ней, спроси, как дела, что, как прошел день, обними, может быть, там, да? То есть покажи ей внимание. И также Ибн Кафир говорит: «Вахассину хайатикум», и ваше положение, ваше состояние. И у нас, опять-таки, я уже об этом, по-моему, говорил, даже на одном из вагазов, у нас опять ровно наоборот. Когда мужчина выходит на улицу или собирается выходить на улицу, что он делает? Зубы почистит, пшик-пшик, там парфюмом, весь этот, да, сам себя обрызгает, красивую одежду оденет, гладко утюженные брюки, там, да, хорошая чистая рубашка. Это куда он идет? Это он идет на улицу. Это он идет на работу, на встречу, партнеры, друзья и так далее, да. А когда возвращается домой, что делает? Всю эту одежду аккуратно складывает, аккуратно вешает, надевает свои старые трикоши, надевает свою рваную футболку какую-нибудь, которую 3 года уже никак не поменяет там, да. Душ сходить принять, чтобы от тебя приятно пахло? Нет, зачем? Когда-нибудь потом помоюсь. То есть, вот это вот внимание в своем положении совсем в другую сторону меняется. И как будто вот получается, да, мой друг, мой коллега или мой там работодатель, мой начальник, мой шеф, он более достоин, чтобы я благоухал рядом с ним,
красиво выглядел, о себе приятное впечатление оставлял, чем моя супруга. А хотя должно быть наоборот. И когда мы говорим, ну как может наоборот, не наоборот, и там должно быть хорошо, и с начальником должно быть хорошо, да? Потому что начальник тоже не любит, если будет неприятно пахнуть от человека. Абдуллах ибн Аббас, он говорил: я украшаюсь перед своей женой так, как я хотел бы, чтобы и она украшалась передо мной. То есть сподвижник Абдуллах ибн Аббас, кем он был, да? Это был, субханаллах, один из ученых-сподвижников, мужчина, да? И при этом говорил: я наряжаюсь перед своей женой. И поэтому старые футболки, там какие-то там неопрятные, там это, да, неприятные запахи там и так далее, это все должно меняться. И также Ибн Кафир говорит: «Кама тухиббу залика минха, фаф'аль анта биха мислаху». Как ты хотел бы, чтобы она для тебя что-то делала, наряжалась, красиво выглядела, так и ты тоже делай с ней то же самое. И в своих словах, и в своих речах, в своих отношениях, в своей заботе, в своем внимании, в своей одежде и в своем благоухании. И поэтому, уважаемые братья, это слова наших праведных предшественников. Тут нельзя никак подкопаться там, да, что-то там, какой-то там менталитет непонятный там и так далее. Нет, это наши праведные предшественники. И поэтому хотим мы жить по Корану, то придется вот так вот действовать. Если не хотим, тогда уже другой разговор. Также ученые сказали: хайрукум ли ахли, лучшие из вас это те, кто лучшим образом относятся к своей семье. Здесь речь идет в благих, красивых отношениях, в юморе, да, в шутках и в духовной близости. У нас еще время же есть, да? Чуть-чуть осталось, да? Ага, сейчас закончу. На этом даже минбаре и я, и Юсуф Хазрат много раз рассказывали про то, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, относился со своими женами, с Аишей, как они бегали на перегонки там и так далее. Да? Эту историю мы знаем. Хочу рассказать другую историю, которую мы не знаем, которую я еще, по-моему, не рассказывал. Однажды, все мы с вами знаем, да, у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, была жена Аиша. Аиша чьей дочерью была? Дочерью Абу Бакра. Так ведь? А Абу Бакр для пророка был ближайшим другом. Первый его вазир, самый близкий сподвижник. То есть даже посланник Аллаха хиджру, переселение сделал вместе с Абу Бакром. И в наших сегодняшних реалиях Абу Бакр был другом, близким сподвижником. И кем был? Был тестем. У нас сегодня кто такой тесть, как правило? Он защищает свою дочь. Кияу что-то не очень какой-то там этот, да, постоянно какое-то предвзятое отношение, тесть может там поругать, тесть там еще что-нибудь там, да, тесть всегда на стороне своей дочери, как правило, да, ну, в большинстве случаев. И Абу Бакр был тестем. Однажды посланник Аллаха, он заходил домой к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, зашел домой, и когда заходит, слышит слова, как Аиша кричит на пророка. Аиша, жена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, кричит на посланника Аллаха. Абу Бакр тут вообще, как сказать, сорвался с катушек. Никаких этих, да. Он сразу же полез руками на свою дочь Аишу. Как ты, говорит, смеешь кричать на посланника Аллаха? Тесть своего зятя защищает, да. И говорит, как ты смеешь кричать на посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и побежал на нее руками. Отец на свою дочь. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, что же сделал? Посланник Аллаха, они же ругались, она же кричала на него. Но посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, встал между ними и защитил собой Аишу. Не дал отцу разъяренному, да, как-то навредить своей дочери. Защитил ее и не дал, как бы. И Абу Бакр видит то, что посланник Аллаха, саллиллаху, как бы этот, да, блок сделал, да, и как бы развернулся таким злым видом и ушел. И после этого посланник Аллаха, саллиллаху, улыбаясь, Аиша говорит: смотри, как я тебя спас, говорит, от мужика-то, да? Как я, говорит, тебе, говорит, не дал, чтобы тебя, говорит, побили. Смотри, говорит, да, улыбнулся. И через некоторое время, проходит время, и Абу Бакр потом опять приходит и видит, оба уже сидят, улыбаются. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, улыбается, и Аиша улыбается. И Абу Бакр говорит: вы меня, говорит, ввели в войну, теперь, пожалуйста, выведите, говорит, меня, говорит, из войны. Я, говорит, больше, говорит, так не могу. И таким образом, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, даже в таких ситуациях не терял чувство юмора. Любил, шутил, игрался, проявлял романтику. И поэтому, уважаемые братья, внимание, забота и та самая романтика, которую мы направляем к своей жене, это, субханаллах, это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот и он именно так с ними жил, он именно так и взаимодействовал.
И поэтому, если мы находим в себе силы, возможность, старания, хорошо относиться с другими людьми, с братьями, с знакомыми, с коллегами, в мечети с братьями, то должны в себе находить еще большие усилия, чтобы показывать еще лучшее отношение и к нашим женам, к нашей семье. И тут еще много, конечно, о чем я хотел бы поговорить, но, иншаллах, на следующих уроках об этом тоже упомянем. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.